Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амши Шара. Сегодня в программе. Повторные выборы депутата парламента по Дранскому избирательному округу номер 26 пройдут 26 июля. После капитального ремонта в поселке Дранда Гулрыбского района торжественно открыли государственный детский сад. В зале спелеологов Новоафонской пещеры состоялся концерт Государственной хоровой капеллы Абхазии. С 5 по 7 июня состоится официальный визит министра иностранных дел Республики Абхазия Олега Барцыц в Российскую Федерацию. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства. 6 июня состоится встреча Олега Барцыц с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего абхазо-российского взаимодействия. Объем доходов республиканского бюджета Абхазии на 1 июня составил 4,6 миллиардов рублей, что на 369 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них собственные доходы 2,5 миллиардов рублей и 2,1 миллиард средства российской финансовой помощи. Об этом на рабочей встрече премьер-министру Владимиру Делбо доложил министр финансов Саид Губас. Исполнение показателей госбюджета по доходам за 5 месяцев составило 6,1 миллиард рублей. Это на 745 миллионов больше, чем за аналогичный период в 2024 году. По расходам 5,6 миллиардов рублей. Повторные выборы депутата парламента по Дранскому избирательному округу номер 26 пройдут 26 июля. Решение принято на заседании Центра избиркома Абхазии 3 июня. Также был утвержден календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов. Досрочные выборы назначены в связи с убийством депутата Вахтанги Голанзе, произошедшего 19 декабря 2024 года. 20 мая парламентом Республики Абхазия было принято постановление о прекращении полномочий депутата Адгура Харазия по 26-му избирательному округу. Это Дранский округ. В связи с этим мы провели заседание. В соответствии с законом о выборах депутатов Народного собрания мы должны провести двухмесячный срок повторные выборы. И поэтому мы сегодня единогласно приняли решение о том, что выборы будут назначены на 26 июля. Также был принят календарный план, по которому мы будем принимать регистрацию политических партий и инициативных групп. В этом календарном плане расписаны все даты. Это с 6 по 26 июня мы начинаем прием документов для того, чтобы потом уже с 26 по 16 июля мы зарегистрировали тех кандидатов, которые подадут документы. И, соответственно, если все первым туром закончится, тогда 26 числа мы уже предварительно будем объявлять итоги повторных выборов. Заместитель генпрокурора Абхазии Руслан Тыркба освобожден от должности на основании поданного заявления. Временно исполнять обязанности заместителя будет начальник Следственного управления Генпрокуратуры Тамила Бигвава. Министр туризма Астамур Логуа совершил инспекционную поездку в город Пицунда, где ознакомился с готовностью курорта к началу туристического сезона. Министр посетил объединение пансионатов «Курорт Пицунда», где осмотрел объекты размещения и оценил готовность инфраструктуры к приему туристов. В сопровождении руководства пансионата Астамур Логуа осмотрел номера для отдыхающих, оценил комфорт и качество предоставляемых услуг. Особое внимание было уделено вопросам безопасности и соблюдению санитарных норм. Хочется выразить благодарность сотрудникам, которые днем и ночью работают над тем, чтобы улучшить условия пребывания здесь наших гостей. Делают много хороших проектов, вещей, но хочу сказать, что мы как министерство, конечно, обратили внимание на некоторые вещи, которые нам не очень нравятся, но они не нравятся так и руководству, курорта. Надеюсь, что это все будет устранено. Вот мы сейчас видели много собак,
на пляжах, и знаем, что это вызывает недовольство у туристов. И вот такие вопросы нужно решать. Да и много, конечно, инфраструктурных проблем. Вы видели, мы осмотрели хорошие корпуса, которые отремонтированы, но есть, к сожалению, еще корпуса, которые надо приводить в порядок. Сейчас мы их будем смотреть. Посмотрели столовую, великолепный коллектив, очень вкусно и по-домашнему готовят. Я заходил внутрь столовой. И хочу вам сказать, что этих людей надо поддержать. Потому как в тех условиях, в которых они трудятся, тяжело себе представить, что кто-то из наших близких работал в этих условиях. Будем думать над тем, как поддержать. Вот, например, по столовой, значит, по кухне, да, и вы же наблюдаете, вот торговля как была организована, мы делали замечания, да, людям, которые сами занимаются этим. Опять же, мы хотим, чтобы люди зарабатывали деньги, чтобы люди могли кормить свои семьи. Все это хорошо и правильно. И, конечно, мы это поддерживаем. Но в то же время элементарные правила надо соблюдать. Платить за аренду, значит, не выходить в парковую зону, не ставить там ларьки, лотки. Такие вещи недопустимы, потому как Пицунда – это визитная карточка Абхазии. К нам приезжают тысячи гостей, и первое, что они видят, когда пересекают КПП, вот эти так называемые рыночки, ларьки, они должны быть приведены в соответствие. Расширенный репортаж об инспекционной поездке министра туризма в Пицунду смотрите в нашей программе 4 июня. Торговый оборот между Санкт-Петербургом и Абхазией вдвое увеличился за минувшие годы и составил 15,5 миллионов долларов. Эти цифры 3 июня были озвучены в Смольном на встрече губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова со спецпредставителем президента Республики Абхазия в России и странах БРИКС Лашей Сакания и почетным консулом северной столицы Владимиром Бигвава. В 2024 году из Петербурга в Абхазию поставляли оптические, измерительные, медицинские приборы, продукцию машиностроения. Из Абхазии в Петербург везли в основном фрукты, орехи и морепродукты. Лаша Сакани поблагодарил губернатора за встречу и передал ему самые теплые пожелания от имени президента Абхазии Бадры Гунба. Стороны обсудили широкий спектр вопросов дальнейшего сотрудничества. Первая в Абхазии ясельная группа появилась в детском саду Куараса. После капитального ремонта в поселке Дранда Кулрыбского района торжественно открыли детский сад. В церемонии принятия приняли участие представители районной администрации, сотрудники отдела образования, общественность, жители поселка и наша съемочная группа. Репортаж Гунды Шоуа. Детский сад Куараса после капитального ремонта вновь распахнул двери для своих воспитанников. Этого дня с нетерпением ждали малыши, их родители, а также коллектив детского сада. Дошкольное образовательное учреждение работает больше 5 лет, но из-за недостатка оборудованных помещений здесь могли принять небольшое количество детей, всего 2 группы. Теперь после капитального ремонта детский сад доступен для гораздо большего количества детей. Стихи, песни, национальные танцы. Воспитанники детского сада подготовили большое праздничное представление. Особое восхищение вызвало у присутствующих исполнение гимна Абхазии. В церемонии открытия приняли участие представители районной администрации, сотрудники отдела образования, общественности, жители поселка, что подчеркивает значимость данного события для всего района. В рамках капитального ремонта заменили кровлю, окна и двери. Преобразился также фасад здания. Полностью обновлены и оборудованы мебелью спальные и игровые комнаты. Кроме того, облагоустроена прилегающая территория. Установлены новые игровые площадки с современным оборудованием. Полную финансовую поддержку проекта осуществил Госкомитет по репатриации, выделив на ремонтные работы 54 миллиона рублей. Заведующая детским садом Эсма Шамба поблагодарила администрацию района, спонсоров и родителей за поддержку и помощь. Мы обратились к руководству, нам очень помогло, правительство. У нас очень много детей-репатриантов. Здесь есть поселок репатриантов и дом их. Поэтому тематически мы относились, наш садик имеет, носит имя репатриации, будем так говорить. И поэтому нам очень помогли, именно конкретно комитет репатриации.
Все финансировали они практически. Очень благодарны нашему руководству, нашему Гулиевскому району, я имею в виду конкретно Саиду Харази, тем, что он выделил нам штаты, у нас на ясельную группу 5 человек. То есть это вообще неслыханно, это очень тяжело в наше время, даже медсестра у них своя. После торжественного момента перерезания красной ленты главу района и гостей мероприятия пригласили на экскурсию по детскому саду. Первым делом показали просторную игровую комнату, залитую солнечным светом. Здесь были расставлены новые яркие игрушки, развивающие игры и удобная мебель, соответствующая возрасту детей. Глава района с интересом рассматривал детали интерьера, отмечая качество материалов и продуманность планировки, направленной на создание комфортной и безопасной среды для малышей. Затем делегация посетила современный пищеблок, оснащенный новейшим оборудованием для приготовления здоровой и сбалансированной еды. Основной целью работы, по словам воспитателей сада, является создание атмосферы, в которой дети с раннего возраста погружаются в абхазскую языковую среду. Ведь многие из них – дети наших соотечественников, которые вернулись на историческую родину. Педагоги используют различные методики, включая игры, песни, стихи и сказки на родном языке, чтобы сделать процесс обучения увлекательным и эффектным. Особое внимание уделяется развитию разговорной речи, чтобы дети могли свободно общаться на абхазском. Основная цель нашей работы – это воспитание достойных детей своему народу. И, конечно же, знание, обучение абхазскому языку, чтобы дети могли свободно выражать свою мысль, свободно разговаривать на своем родном абхазском языке. Но, к сожалению, в прежних условиях у нас не было такой возможности, чтобы мы не могли разделить детей по группам, так как наше помещение это не позволяло. И нам приходилось работать в многонациональных группах. Там, естественно, были и русские дети, и армяне, и репатрианты, сирийские дети. Поэтому нам не удавалось, как хотелось бы, работать. А сейчас, слава богу, у нас есть такая возможность. У нас есть и русская группа, соответственно. У нас есть несколько абхазских групп, и поэтому, конечно, наша задача намного облегчилась. На сегодняшний день в детском саду 120 детей. Они разделены на 6 групп, 5 из которых абхазские. Радует и то, что в этом саду открылась первая в Абхазии ясельная группа, и она оказалась очень востребованной. Но чем мы отличаемся от всех садиков сегодня, чем мы горды очень, это тем, что у нас ясельная группа. То есть двухлеточки у нас маленькие, и до 7 лет они у нас в стенах нашего сада. И у нас подготовительный класс. То есть с 2 до 7 они в нашем саду. Потом идут в школу уже подготовленные дети. Самое интересное, что у нас больше всего востребована ясельная группа. Но мы не можем принять так, как просят. Вот у нас самое большее количество детей – это в ясельной группе. То есть у нас район вообще очень трудовой, будем так говорить. Поэтому такие садики просто крайне необходимы здесь. Открытие детского сада после ремонта стало долгожданным событием и позволит многим семьям решить проблему с устройством детей. Кундашова, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение. В зале спелеологов Новоафонской пещеры состоялся концерт Государственной хоровой капеллы Абхазии. Мероприятие приурочено к открытию летнего юбилейного сезона. Главными зрителями вечера стали коллеги, работники туристической индустрии, представители экскурсионных фирм, экскурсоводы и гости, среди которых вдова первого президента Светлана Джергения и первая леди Ирма Хашиг. Программа концерта порадовала слушателей яркими номерами, которые приобрели особенное звучание в уникальной атмосфере природного зала. Репортаж Шазины Ханагуа. Есть места, где время словно замирает, а привычный ритм жизни уступает место настоящим чувствам. Именно в такую атмосферу окунулись и гости летнего концерта в Новоафонской пещере. Эта встреча стала не просто поводом собраться вместе. Она пробудила в каждом особое волнение, как перед ожиданием чуда. Путь по пещере напоминает путешествие в другое измерение. Прохлада, необычный свет, тяжелое, наполненное тайнами эхо, плавно перекликающееся с голосом экскурсовода. Стены
никогда не слышавшие дневного ветра, отражают дыхание каждого шага. И в этой тишине рождается предчувствие чего-то удивительного. В зале спелеологов тихо и торжественно. Когда зазвучал первый аккорд государственной хоровой капеллы Абхазии, пространство наполнилось особой энергией. Казалось, что сама природа подпевает артистам. Голоса разносятся по каменным сводам и возвращаются мощным эхом, затрагивая струны души каждого слушателя. В этот миг можно забыть обо всем. Остаются только музыка, древние стены и объединенные единым переживанием сердца людей. Звуки хора, многоголосия, наполненная силой, чистотой, любовью к родной земле, возвращаются от стен мощным эхом и накрывают слушателей мягко, почти невесомо. Кто-то украдкой вытирает слезы, кто-то просто молчит, боясь спугнуть волшебство. Музыка здесь не просто сопровождает вечер, она наполняет всех особой энергией, стирает усталость и тревоги, позволяет почувствовать свое место в большом мире. Ехетпе концерт дарадзе гвахарала и рыдеркалит хаскуяна год задюритша репертуар чутски хараднаса концерт кожи мачцы Мария сценак на хамо исымша репертуар чутсни гахцот еха флейта гяцахтит нас хампадап сважлар рашака. Сегодняшнее мероприятие в Новоафонской пещере очень интересное. Честно признаться, я тоже очень редкий гость здесь. Но, видимо, так, когда ты делаешь какую-то большую дистанцию временную, пещера потом как-то выглядит совершенно иначе. И все те мероприятия, которые проходили, особенно концерт, очень сильно впечатляет. Апсва Ашов, Апсва Анчихацар Ашов, Хахаво, Уги Хархоцот, и Ратып и Хами Пасуги Дара, Урхоцот, это Анча и Гана Хала, и Барапе Галот, Анчи Ила Зиги Шишек Кулу, и Рубри Алаги, и Барапе, Вознерапе Абстазара, Чуц Шазнейша, нас Убышнахот, Иха Ачар, Рачвину, Абас культура Аганахла, Абаэра Хро, Абас Ачурга Пахорцо, Ялох за концертный физгаз, и Раичка Рагасазги, Абас Тапхачиха, Хибла Возба Лома, и Рагис Ахапе, Аус Звоиха, Бауси Чарома, Раховик Шаны. Концерт приурочили к открытию летнего юбилейного сезона. Он стал искренним знаком благодарности тем, кто ежедневно помогает гостям республики открывать для себя драгоценные страницы абхазской истории и культуры. Основная часть наших сегодняшних гостей – это люди, которые уже многие годы послевоенные занимаются туристической индустрией. Дорогие наши экскурсоводы, представители турфирм, директора, руководители, все. Вы проводите огромную работу. Вы влияете сегодня на экономическое состояние нашей страны. Ведете нас вперед. На экономическое благосостояние каждого гражданина. Труд ваш огромный и неоценимый. Надеюсь, и дальше у нас впереди сезон. Сегодняшнее мероприятие, сегодняшний маленький праздник даст вам нужный заряд бодрости. И вы также достойно и четко
пройдете этот сезон вместе с нашими гостями. В рамках юбилейного года у нас предусмотрено множество мероприятий. Это мероприятие одно из череды юбилейных мероприятий. Мы видим, что всем очень понравилось. Сегодняшний концерт был просто потрясающий. Спасибо Государственной хоровой капелле Абхазии, которая вместе с нами сделала этот подарок всем нашим друзьям. Когда стихли последние аккорды и аплодисменты, осталась удивительная тишина, наполненная светлыми мыслями, благодарностью и внутренней гармонией. Эти мгновения после концерта как будто растворились в воздухе, но, несомненно, еще долго теплым воспоминанием согревали сердца гостей. Шазина Ханагу, Айнал Гвинджи, Абхазское телевидение. Туроператор «Библиоглобус» начал реализацию турпакетов с прямым перелетом в Абхазию, сообщает Абснепресс. С 12 июня будет осуществляться 5 рейсов в неделю, а с 23 июня полеты станут ежедневными. Данная программа запланирована до конца октября. Перевозчиком является авиакомпания iFly. Рейсы будут отправляться из аэропорта Шереметьево. Приобрести билеты можно не только в составе турпакетов. Обычные пассажиры также смогут купить билеты без обязательной покупки туристических услуг. С 14 июня в Сухуме стартует грандиозное цирковое шоу «Созвездие смелых» с участием лучших российских артистов-лауреатов международных фестивалей. Как рассказала директор Сочинского государственного цирка Наталья Шульга, эти гастроли стали возможны благодаря сотрудничеству Министерств культуры России и Абхазии. Зрителей ждет уникальная программа: поющие тигры, медведи на велосипедах, захватывающий номер, колесо смелости, акробаты, клоуны и многое другое. Гастроли в Абхазии продлятся с 14 июня до 14 сентября. Цирковая арена расположена на Республиканском стадионе в Сухуме по улице Арзенба, 160. Билеты уже в продаже в офисах Амобайл и по всей Абхазии, а также на сайте цирка в кассе стадиона с 9 июня. На этой неделе жители республики ожидают 3 выходных дня. 6 июня объявлен праздничным нерабочим днем. В этом году празднование Курбан-Нехр выпадает на пятницу 6 июня. И в завершении выпуска о погоде. В среду 4 июня в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Утром местами возможен слабый дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью 11-16, днем 18-23. Температура морской воды 19 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.